Здание библиотеки – памятник архитектуры 16-19 веков. Самая старая часть его южной стороны была построена в 16 веке, а основное строение – в 19. До 1910 года здесь располагалась Мектебе-Руждие – светская школа. Здание выполнено в стиле традиционной восточной архитектуры. На переднем плане карниз с большим выносом, поддерживаемый деревянными опорами и открытая галерея. К сожалению, об этом памятнике истории мало информации. Однако сегодня в этом направлении крымско-татарские историки и археологи ведут активную работу. Уже в ближайшее время выйдет в свет книга о бывшей мусульманской школе. В 1999 году здание было отреставрировано, и сейчас здесь находится крымско-татарская библиотека имени Исмаила Гаспринского. Само здание сохраняет первоначальный вид, то есть сохранили помещение. Там внутри немножечко прошли какие изменения, но первоначальный вид, то есть это арочные окна, это вот эта вот вся сама красота нашего здания, то есть постарались сохранить. Заместитель директора крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского Лейля Кадырова рассказала, что в советский период здание использовали как помещение для бытовых услуг. После массового возвращения нашего народа на родину здесь обосновались около 10 крымско-татарских организаций. После этого памятник архитектуры передали в пользование библиотеке. Лейля Кадырова вспоминает случай, который произошел во время реставрации. Сотрудниками библиотеки был найден старинный кувшин в одной из стен здания. Мы поняли тогда, вот историки, и все говорили, это как бы, не знаю, насколько это точно, но для звуковой эффективности. То есть это еще раз подтверждает вот это вот, когда Руждие Мектептер Олганда, то есть вот в любом случае там вот находились такие, они давали какой-то эффект вот именно восприятия звуков. И вот такой вот кувшин, мы его прям вот как зеницу ока храним, то есть вот этот кувшин вышел из стен нашей библиотеки. В последнее время памятник архитектуры бывшая Мектебе привлекает все больше внимания экскурсоводов. Для тех, кто интересуется историей, сотрудники музея предоставляют историческую справку и другие важные документы. Предоставляем фотографии и уже вот с удовольствием наблюдаем, как они ведут нам вот экскурсии. Люди приходят, и нам очень приятно, что вот среди множества архитектурных памятников города Симферополя наша библиотека тоже представляет такую вот своего рода уникальность этого здания. Символично, что и сегодня в стенах этого здания продолжается просветительская деятельность крымско-татарского народа. Сегодня в библиотеке созданы все необходимые условия для сохранения накопленного книжного богатства и обслуживания читателей. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Миллет.